О недоверии комплексной судебно-медицинской экспертизе, ранее приобщенной к материалам дела, не единожды говорил адвокат стороны обвинения Автандил Чкадуа. Он был уверен, что назначенная в 2020 году экспертиза в полной мере не ответила на вопросы относительно данности образования, локализации, характера и количества ран на теле подсудимого. Не получив поддержки суда в назначении новой экспертизы, сторона защиты инициировала собственное баллистическое исследование с привлечением специалиста. Таким образом, заключение, сделанное российским специалистом-экспертом Мирамиром Давыдовым, адвокат Автандил Чкадуа ходатайствовал о приобщении к делу. Представители стороны обвинения озвучили доводы, которые так или иначе указывают на то, что данную экспертизу в материалы дела включать не стоит. Приложенные к заключению свидетельства и печать на документах говорит о том, что Мирамир Александрович Давыдов является экспертом, и что исключает возможность проведения каких-либо исследований на территории Республики Абхазия вне рамок заключенных международных соглашений между Абхазией и Россией. Используется постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2002 года под номером 8. Ссылка на методику, в названии которой имеется нечитаемое слово, в связи с чем непонятно, имеет ли оно отношение к исследованию. Под номером 9. Непонятен источник, так как название методики не окончено по смыслу. Номер действует. 10. Отсутствует начало текста. Номер 14. Не указан год названия пособия, год выпуска, либо является годом пятизначная цифра. Номера 17 и 18. Ссылки на литературу, на федеральные законы Российской Федерации, действия которых не распространяются на территории Абхазии. Номер 19. Ссылка на приказ МВД Российской Федерации, действия которого не распространяется на территории Республики Абхазия. В выводах данного исследования отсутствует ответ, пояснение, поставлен на основной вопрос номер 1, что говорит о неполноте заключения. По мнению заместителя генерального прокурора Руслана Тыркба, основания для отказа в приобщении новой экспертизы есть. В первую очередь, ввиду нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Адвокат Инга Габилая считает, что в материалах экспертизы допущены ошибки, наряду с тем, что сам Давыдов получил разрешение на проведение судебных экспертиз раньше, чем получил диплом судебного эксперта. В целом, сторона обвинения считает заключение эксперта неполным и необоснованным, с чем адвокат Автандил Чкадуа не согласен. Выслушав обе стороны, судейская коллегия озвучила свое решение. Заявленное ходатайство адвокатом Чкадуа о приобщении к материалам дела заключения специалиста за номером 2/2023 25 июля 2023 года удовлетворить и приобщить данное заключение к материалам дела. Как уточнила судья, такое решение принято для того, чтобы в последующем иметь суждение о его допустимости. Судебное заседание продолжилось дачей показаний подсудимого Эрика Чкадуа, которому вменяется совершение умышленного убийства общеопасным способом, незаконный оборот огнестрельного оружия и умышленное уничтожение чужого имущества. Также Эрик Чкадуа обвиняется в хищении 2 транспортных средств. Вопросы задавала адвокат стороны защиты Марина Таня, которая поинтересовалась о том, в каких отношениях он состоял со всеми подсудимыми – Бесланом Бганба, Асланом Блаба, братьями Дату и Демура Махалая. Дату Махалая познакомились где-то в 2017 году. Там товарищ наш познакомил Ахра. Блаба я знаю близко. Гамба я тоже знаю близко, дружим. Демура Махалая я видел всего лишь один раз. В каких взаимоотношениях вы состояли с Акиртава Доминика, если вы ее знали? Акиртава Доминику я вообще не знал. На вопрос в части кражи автомашины, обнаруженной в гараже отца Чкадуа в селе Очхоз, он ответил, что не имеет к данной автомашине никакого отношения. Заверил, что в гараж машину поставил по чьей-то просьбе. Обнаруженные как в машине, так и в самом гараже вещи, среди которых есть охотничья накидка, брюки и маска, не имеют к данному делу никакого отношения. В 2019 году, в середине лета апреля, ко мне обратился человек, попросил поставить машину в отцовский гараж. Я поставил машину. На тот момент я вообще не знал, что внутри машины находится. Вторую машину я
гараж не ставил, а гараж мне второй вообще не принадлежит. Что касается обвинения в части создания организованной преступной группировки, Чкадуа ответил, что не имеет к ней никакого отношения. По версии обвинения, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, будучи водворенными в СИЗО МВД, в 2019 году были избиты с одобрения главарей гудаутского клана Астамура Шамба и Алхаса Авицба, ввиду чего из жажды мести Чкадуа и Бганба создали преступную группировку. Чкадуа вменяемое ему обвинение отрицает и утверждает, что с убитыми не было никаких конфликтов. Знаком был с ними ранее, близко, хорошо общались, близко. Потом по истечению времени редко виделись. Последнее время вообще не виделись. Никакого, если увиделись бы, поздоровались бы. И никакого мотива для совершения преступления у меня не было и не могло быть. Отвечая на вопросы адвоката о соблюдении правил домашнего ареста, Чкадуа сообщил, что изредка нарушал. Выезжал на турбазу, где, по его словам, находилась дочь, о которой его семья не знала. На вопрос, где находился подсудимый 19 ноября 2019 года, он рассказал, что был занят тонировкой автомашины. Обратился Аслан Влад затонировать два боковых стекла хозяйки Анаиды Милитян автомобиля стального цвета Audi A4. После чего я сидел на турбазе, игрался с ребенком. Ника Алхазов и Жанна забрали машину, отвезли Audi Анаиды, отвезли к Автандилу Чолари. Или Ника Алхазов меня отвез домой на Джонуа, или я на такси поехал. Находясь на Джонуа, Аслан сообщил мне, что машина готова. Я набрал Жане, говорю, заберите машину. Однако в этот день, как рассказал Эрик Чкадуа, пришлось затонировать и лобовое стекло. Этого не было сделано изначально, поскольку, как пояснил Чкадуа, вышло недопонимание с хозяйкой автомашины. Подсудимый рассказал, что он выехал на новый район по своим делам, затем связался с Асланом Блабба, которого попросил затонировать лобовое стекло автомашины в долг. Забрал машину, покрутился там, сделал свои кое-какие дела, поехал на район. Набрал Аслана. На новый район? На новый район, да. На новый район поехал, набрал Аслану и попросил его... Аслану Блабба. Да, Аслану Блабба. Попросил Аслана эту же машину затонировать лобовое стекло также в долг. На районе встретился случайно с Дату Ахалая. Поздоровались, стояли. В этот момент набирает Аслан План. Набирает, у меня батарейка зависла, села, хотел перезагрузить, осталась как фотка, вот так, замигал что-то и вообще отключиться. Я говорю Датому, ты имеешь, говорю, Якуб Блаб номер? Он мне говорит, какой Якуб Блаб, кто это, что за Якуб Блаб. Я отвечаю, что я уже думаю, как найти номер, кого номер узнать. Наизусть на память его номер не имею, чтобы с датумного телефона перезвонить просто Аслану, чтобы уточнить, мастер там ушел или ехал, или что делать. И говорю Датуму, мне мастер, говорю, нужен был, для этого он спрашивает, какой, говорит, мастер, я говорю, тонировщик, вот там рядом с твоей работой, говорю, работай. Он говорит, что авто, что ли, спрашивает меня. Я говорю, да, авто. И я его знаю, говорит, у меня есть, говорит, я его хорошо знаю, что тебе надо. Я говорю, что... У меня есть его телефон, в смысле? Да, я его знаю, говорю, дословно, у меня есть его телефон, есть его номер, что тебе вообще нужно. Я потому что я дату детали не посвящал, что я хочу там лобовое затонировать,
или что мне машину надо отогнать, что это. Я его в эти детали вообще не посвящал. Я ему говорю, хорошо, если имеешь, тогда набери, скажи, что Аслан за что просил, он в курсе. Подсудимый сказал, что в течение 15 минут обсуждали с ним вопросы установки майнеров. Затем вернулся домой по улице Джонуа, откуда, связавшись с Жанной Шенкау, он, взяв сумму денег в размере 1500 рублей, поехал в мастерскую к Автандилу Чулария. Я дату, детали не посвящал, что я хочу там лобовое затонировать, или что мне машину надо отогнать, что это. Я его в эти детали вообще не посвящал. Я ему говорю, хорошо, если имеешь, тогда набери, скажи, что Аслан за что просил, он в курсе. Ну вот здесь фонограмму мы слышали, дату ему набрал, положил трубку и говорит мне, давай я тебя отвезу. В каком ты состоянии? А в каком ты состоянии? Спишь, говорит, на ходу. Я говорю, слушай, я за руль сажусь, я трезвею, говорю, и за это не переживай. После этой беседы Эрик Чкадуа сел в машину и поехал с Алхазовым. Затем оставил машину Анаиде Меликян, после чего вместе с Алхазовым он уехал на турбазу и остался там. Подсудимый ответил и на вопросы о том, чем занимался 22 ноября 2019 года. Он пояснил, что 20 и 21 числа он пользовался машиной родителей марки Toyota Prado с номерными знаками 010. А 22 числа он купил корм для собаки и собирался поехать на учхоз, чтобы покормить питомца. Эрик Чкадуа уточнил, что примерно после 11 часов он поехал в учхоз через новый район. Машину припарковал сзади дома и занес корм в гараж. По его словам, именно в этот период времени он встретился с соседом. Их беседа длилась около 10 минут, после чего он зашел в дом и принял психотропный препарат. Сколько времени в общем пробыл в этом доме, Чкадуа не помнит, но уточняет то, как вышел из дому и встретил соседку Полину с детьми. После 10-15 минут общения он вновь вернулся в дом, а затем выехал в сторону нового района. Вы в своих показаниях, которые давали ранее, на предварительном следствии говорили, что якобы в учхозе вы находились 20-30 минут. А сейчас по вашему рассказу не так получается. Объясните вот это. Я в своих показаниях много чего говорю, что я не помню. 20-30 минут я имел в виду вообще, что я находился, кормил собак. Все, ясно. На учхозе. А если бы мне камеры показали бы вообще, мне же никто ничего не показывал. Ну, все понятно. Вот, я исходил из того, что помнил, что Элла где мне сообщила, и из этого я уже исходил и давал указательные показания. Я показывал, где я находился, я говорил свое местонахождение. Также я говорил о том, что машина это Audi. Меня спрашивали, я там тоже говорю, что я тоже там не помню, кто забирал даже. Марина Таня поинтересовалась тем, почему Эрик Чкадуа при даче показаний не уточняет время, на что подсудимый ответил, что не помнит таких подробностей. Также ему ничего не известно о госномерных знаках 122 АРН. Ничего не говорит, ни один номер вообще. Не здесь Аслан говорил, что он мне, Шинкау, да, говорил, что я просил его от Лексуса номер. Возможно и так, но я это тоже не помню. Вопрос о том, был ли конфликтный инцидент в 2019 году, прозвучал вновь уже от адвоката Автандила Чкадуа. Рядом с нами сидящих враги Ахарая и Иркутска когда-либо вас заранее привлекали к уголовной ответственности вместе. Вот. Вот рядом сидящий. Когда в жизни его вообще я не знал, как... Вот вы ответьте, когда-либо вас подозревали в чем-то, привлекали вас к уголовной ответственности за совершенное преступление? Нет. Нет. А был случай с Мыной, с Гамбо. И чем закончилось? С Мыной в Гамбо был случай, это по Мирцхулава, когда вот по гаражам, когда туда, почему мой визит вообще туда, я собирался ехать, почему мой визит туда и не произошел, потому что по дороге мне сказали, что ты похитил человека. Все понятно. Чем закончилось? А в Гамбо привлекли за то, что мой телефон на районе, когда мне звонили, я был на районе. Понятно. Чем закончилось? Сняли обвинение. Сперва, конечно, здесь мне подняли.
Обвинение. Нет, это неинтересно. Это подозрение чем закончилось? Прекратили. Уже Прекратили. вот сейчас в этом. Меня прекратили тогда, когда я был под домашкой. Да, под домашним арестом. Эрик Чкадуа отказался отвечать на вопросы представителей потерпевшей стороны, фамилии Шамба, которые присутствовали на судебном процессе. По какой причине можно узнать? Хочу, не имею желания. По какой причине? Но вы говорите именно Аризба, других нет? Также он воспользовался правом не отвечать на вопросы стороны гособвинения. Затем судьи обратились к подсудимому с уточняющими вопросами. Вы сегодня сказали, что обнаруженные в ваших гаражах машины поставили по просьбе кого-то. Да. Можете назвать по просьбе? Ну, имя Саид звали парня. Что он по отношению к вам имеет? Ну, ранее я его видел по городу. Как чисто по городу я его знал, никакого отношения он ко мне не имеет. Вы сказали о том, что после убийства на набережной из-за тревоги или безопасности членов семьи вы были вынуждены нарушить домашний арест и скрываться там Да. родственников и так далее. Почему это какие-то подозрения возникли в отношении вас, с чем это связано, как вы можете объяснить? Я не знаю, как это объяснить. Я не могу, почему такие подозрения возникли. Это надо у них спросить. На вопрос о наличии конфликтных ситуаций с убитыми и подсудимый ответил, что у него не было с ними никаких конфликтов. Отвечая на вопрос судьи Майи Квициня, он рассказал, что со Стамуром Шамба и Алхасом Авицба он общался тесно. Однако за год до их убийства их общение прекратилось. Также Чкадуа заверил, что к незаконному хранению оружия не причастен. Вместе с тем не отрицал, что навыками стрельбы обладает, поскольку увлекается охотой. Он подтвердил, что изъятые в качестве вещественных доказательств элементы одежды и в самом деле принадлежат ему. С учетом того, что суд обладает правом задать дополнительные вопросы подсудимым в ходе судебного процесса, на этом дача показаний Эриком Чкадуа была завершена. Следующее судебное заседание запланировано на 22 августа. Асида Малия, Раму Камке, Абхазское телевидение.